Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Я его ведущая Нала Кови. Абхазский международный экономический форум «Абхазия. Инвестиции в будущее» завершил свою работу. Свыше 30 межправительственных и межведомственных соглашений подписаны в его рамках. Проведено 6 тематических круглых столов по ключевым направлениям развития экономики республики. В Сухуме прошло пленарное заседание, где были подведены итоги форума. Президент Абхазии Бадра Гунба отметил ключевое значение события для укрепления международных позиций страны и развития экономики. Глава государства подчеркнул, что мероприятие стало важной площадкой для выработки конкретных решений. Итоги форума, безусловно, будут иметь большое значение для развития экономики Абхазии, повышения ее инвестиционной привлекательности. Они должны стать своего рода дорожной картой на ближайшую перспективу, основой для конкретных шагов и совместных проектов. Подписанные на полях форума соглашения пойдут и также обязательно найдут свое отражение в реальных инвестиционных проектах, новые производства, инфраструктурные проекты и расширение экономического сотрудничества. Подводя итоги, хочу выразить благодарность всем партнерам за конструктивный диалог и готовность к совместной работе. Уверен, что достигнутые договоренности получат практическую реализацию. Перед нами стоят долгосрочные задачи укрепления международных позиций Абхазии, дальнейшая интенсификация абхазо-российских отношений, экономическое сотрудничество. Без этих решений невозможно говорить о перспективах развития нашей экономики. Именно благодаря совместным усилиям мы должны достигнуть все заложенные параметры. Убежден, что наш форум стал еще одним важным шагом на этом пути. Благодарю вас за работу и до новых встреч в Абхазии. Все идеи и предложения, сформулированные в рамках Абхазского международного экономического форума, будут системно проанализированы правительством республики. Об этом заявил премьер-министр Абхазии Владимир Делба, подводя итоги работы площадки. Как отметил глава Кабмина, основной задачей текущего этапа являются переговоры о возможностях и перспективах практической реализации проектов и управленческих решений. Владимир Делба выразил надежду, что АМЭФ приобретет статус регулярной экспертной площадки и станет устойчивым драйвером взаимодействия государства и бизнеса. С полной ответственностью заявляю, что все идеи и предложения, сформулированные на тематических секциях форума, правительством будут системно проанализированы на предмет их реализации в целях социально-экономического развития нашей страны, в том числе при подготовке проектов государственных программ. Мы рассчитываем, что наш форум приобретет статус регулярной экспертной площадки и станет устойчивым драйвером взаимодействия государства, бизнеса и профессионального сообщества, что позволит синхронизировать усилия правительства с инициативами предпринимательских и экспертных кругов. Власти намерены поддерживать высокие темпы роста экономики на уровне 12-15% в год, чтобы к 2027 году ВВП превысил 119 миллиардов рублей, сказал Владимир Делба на пленарном заседании. По словам премьера, государственная политика в этой сфере будет направлена на активное привлечение инвестиций в приоритетные секторы экономики, снижение административного давления на бизнес и повышение качества госуслуг. Особое внимание будет уделено поддержке малого и среднего предпринимательства, а также расширению кредитных возможностей банковского сектора. Президентом ставится задача ускорить темпы роста собственных доходов бюджета с текущих 10-12 до 20 в год. Целевой показатель на 2027 год более 15 миллиардов рублей. Указанные ориентиры являются амбициозными, но достижимыми. В настоящее время уровень налоговых доходов по отношению к валовому внутреннему продукту составляет не более 10%. Для сравнения, в странах, находящихся на пути развития, этот показатель достигает от 15 до 25%. Мы видим здесь значительный потенциал роста,
Наша цель – выйти на этот уровень. Достижение этого будет обеспечено за счет детинизации экономики и совершенствования налогового администрирования, оптимизации налоговой системы и инвентаризации налоговых льгот и преференций, повышения эффективности использования государственного имущества. Владимир Делба рассказал и о среднесрочных задачах правительства по повышению уровня жизни населения. Уровень жизни населения. Темпы роста средней заработной платы за последние 5 лет составляют от 15 до 20% в год. В отношении пенсионных выплат, к сожалению, подобной динамики пока не наблюдается. Наша среднесрочная задача – довести средний размер пенсии до величины прожиточного минимума, а среднесрочную заработную плату до 4-кратной величины прожиточного минимума. Предпринимаемые меры включают реализацию пенсионной реформы с внедрением персонифицированного учета и накопительных механизмов, оптимизацию нагрузки на фонд оплаты труда и соответствующих издержек работодателей посредством налоговых стимулов в целях легализации теневой заработной платы, введение единой системы оплаты труда государственных служащих и работников государственных учреждений. Уважаемые коллеги, правительство исходит из основополагающего принципа. Люди являются главной ценностью нашего государства. В этой связи по поручению президента Бадры Зуравовича Гунба отдельным направлением нашей работы выступает развитие человеческого потенциала. В контексте экономического роста и привлечения инвестиций данная задача сопряжена с повышением компетенций и производительности труда работников. Заместитель председателя правительства России Александр Новак, выступая на итоговом пленарном заседании Абхазского международного экономического форума, поблагодарил руководство республики за организацию мероприятия и отметил значимость прямого взаимодействия между государством и бизнесом. Александр Новак выразил уверенность, что озвученные экспертами и бизнесом инициативы придадут дополнительный импульс развитию республики. Безусловно, наши страны – это близкие друзья, проверенные временем, надежные партнеры. Нас связывают отношения стратегического союзничества и опираемся на прочный фундамент взаимопонимания, уважения, глубоких культурных связей, братских отношений между нашими народами. Курс Москвы и Сухума на всестороннее углубление и расширение сотрудничества носит долгосрочный, поступательный характер. Ценим, что Абхазия разделяет позицию России по ключевым вопросам международной повестки. Наше единство подходов приобретает также особую ценность в сегодняшних сложных условиях геополитических. Позволяет обеспечить незыблемость суверенитетов наших государств и преемственность исторической справедливости. Благодаря прочным социально-экономическим связям и конструктивному подходу в реализации совместных задач и проектов мы наблюдаем серьезный прогресс в развитии республики и повышении качества жизни граждан Абхазии. Россия готова и дальше развивать партнерство и на уровне правительств, и напрямую между нашими компаниями. И для этого в утвержденной республиканской государственной программе социально-экономического развития определены амбициозные показатели, не буду на них останавливаться, только что председатель правительства подробно об этом сказал. Цели абсолютно достижимые, вместе будем работать так же слаженно, как и сегодня. На этот год ресурсы российским правительством предусмотрены, это 6,1 миллиарда рублей на инвестпрограмму, поддержку инвестактивности. Будут направлены на решение также социальных задач, это повышение заработных плат сотрудникам бюджетного сектора, обеспечение льготными лекарствами, поддержку инвестиций, создание новых точек роста и новых рабочих мест. Видеозапись пленарного заседания Абхазского международного форума смотрите сразу после новостей.
Бадра Гунба и Сергей Кириенко посетили Республиканский сосудистый центр и строящуюся детскую больницу в Сухуме. В осмотре также принял участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. Центр создан в 2025 году при организационной и кадровой помощи специалистов НМИЦ кардиологии имени академика Чазова Минздрава России, оказывает помощь пациентам со всей Абхазии. С момента открытия центра здесь прооперировали около 200 пациентов, из которых около 60% экстренные случаи. Большинство составляют кардиологически больные пациенты с ишемией нижних конечностей. В 2025 году благодаря России для Абхазии были приобретены ангиограф и медицинское оборудование для рентгеноперационной стоимостью около 80 миллионов рублей, что стало возможным благодаря договоренностям президента Абхазии Бадры Гунба с руководством России. Первые операции на новом оборудовании провели в ноябре прошлого года. Современное оборудование закуплено за счет средств российского бюджета. Также Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели расположенную рядом строительную площадку Республиканской детской больницы. Площадь объекта составляет 7 тысяч квадратных метров. Активное строительство ведется в настоящее время. Ввод здания в эксплуатацию запланирован на июнь 2027 года. Есть некоторая задержка по темпам развития, поэтому принципиально важно, что называется, строителей немножко подтолкнуть, потому что мы зависим от их сроков ввода и качества исполнения работ. Но в целом проект хороший, важный, и его соседство с взрослой больницей – это тоже такое решение, которое мультидисциплинарно позволит оказывать помощь совершенно на другом уровне. Михаил Мурашко также прокомментировал содержание меморандума о взаимопонимании, подписанного Министерствами здравоохранения России и Абхазии. Еще одна важная веха в наших взаимоотношениях – это меморандум, который включает в себя позиции по помощи выстраиванию системы здравоохранения. То есть это своего рода такой аудит организационный и выработка стратегии развития на последующий период. Нельзя жить только тактическими вопросами, которые я сейчас говорил. В конечном итоге мы должны сформировать модель, которая позволит пациентам всей республики иметь доступ как к региональной составляющей здравоохранения, так и составляющей в городе Сухум уже самого высокого уровня. Поэтому лекарственное обеспечение. Бадра Гунба и Сергей Кириенко осмотрели набережную Сухума, где губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о планах реконструкции пирса, который планируется провести за счет средств региона. В ближайшее время Краснодарский край планирует приступить к работам. Бадра Гунба и Сергей Кириенко ознакомились с проектом и дали свою оценку. По итогам реконструкции на конце пирса появится стеклянная сфера, которая станет новой достопримечательностью Сухума. Сергей Кириенко предложил разместить проект реконструкции причала для общественного обсуждения, чтобы местные жители могли его оценить. Реконструкция пирса является частью масштабной работы по комплексному благоустройству набережной Сухума, реализуемой при поддержке российских регионов, абхазского бизнеса и международного аэропорта Сухум имени Владислава Арзенба. Заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией прошло в Сухуме в рамках Абхазского международного форума. Развитие международного экономического партнерства стало приоритетной темой повестки встречи. Как всегда, у нас на повестке важнейшие вопросы социально-экономического развития нашей страны, что еще раз подчеркивает значимость и важность наших отношений. Поэтому я еще раз повторюсь, приветствую вас. И благодарю за то, что у нас, как всегда, развивается очень активно наше взаимодействие. И результат от этого взаимодействия с каждым разом все лучше и лучше. Поэтому, как и всегда, рассчитываю на то, что сегодня плодотворно пройдет работа. И мы, разумеется, рассмотрим важные вопросы, касающиеся нашего двухстороннего сотрудничества. Мы встречаемся на полях проведения инвестиционного форума. Хочу вас поздравить с этим важным мероприятием, которое второй день уже сегодня идет и вызывает большой интерес у участников, у инвесторов, у гостей Республики Абхазии.
Очень много интересных идей прозвучало и очень перспективных, которые будут, безусловно, положительно влиять, их реализация на социально-экономическое развитие Республики Абхазия. С момента нашей встречи в июле здесь же почти год прошел, и уже те договоренности, которые мы с вами достигли в рамках проведения межправкомиссии в июле прошлого года, они реализуются, многое уже действительно сделано. Сегодня мы имеем возможность подвести итоги проведенной работы, наметить пути дальнейшего нашего развития, взаимодействия. Сопредседатели Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Республикой Абхазия и Российской Федерацией утвердили порядок реализации программы льготного кредитования инвестиционных проектов на территории Республики Абхазия. Документ принят в рамках государственной программы социально-экономического развития Абхазии на 2026-30 годы. Подписи под решением поставили премьер-министр Абхазии, председатель абхазской части МПК Владимир Дылба, заместитель председателя правительства России, председатель российской части МПК Александр Новак. Туризм, сельское хозяйство, энергетика и инфраструктура. Позади 3 дня насыщенной программы встреч с экспертами и предпринимателями, обсуждение перспектив и взаимовыгодных предложений. Абхазский международный форум завершен, но работа, намеченная на его площадке, только начинается. О самых важных решениях, принятых на площадке форума, в материале Гугуцы Вардания. Первый день форума сразу задал небывалый темп. Это цифры, способные полностью трансформировать экономику до 100 миллиардов рублей потенциальных инвестиций и еще 20 миллиардов льготных кредитов на ближайшие годы. Форум стал эффективной площадкой для диалога о будущем Абхазии. С момента признания независимости Российской Федерации, Республики Абхазия такого рода масштабного форума не проводилось. Десятки подписанных соглашений, которые подразумевают не просто намерения о сотрудничестве, это уже конкретные проекты, конкретные вещи, которые направлены на улучшение в том числе экономической самостоятельности, экономических показателей. Это создание новых рабочих мест, это новая налогооблагаемая база. Что касается приоритетности, в том числе и вчера на форуме мы задали эту приоритетность. Мы говорим о сотрудничестве, об особом статусе сотрудничества с Российской Федерацией. Это для нас приоритетное направление. Мы хотим создать наиболее благоприятные условия для привлечения инвестиций из Российской Федерации. Это важный фактор нашего взаимодействия. Ну, конечно же, в рамках этого взаимодействия не говорить о сотрудничестве с регионами Российской Федерации. Это неверно, это огромный потенциал, это огромные возможности, которые мы обязательно должны использовать. И приезд сюда 15 руководителей регионов Российской Федерации – это показатель того, что мы не просто на словах говорим о необходимости расширения взаимодействия, это уже работа, которая ведется системно и будет продолжена. Самое главное – результат. В рамках форума подписано около 30 соглашений в ключевых сферах экономики. Одно из центральных – в энергетике. Документ между правительствами Абхазии и России закладывает фундамент для совместной работы единых энергосистем от координации в аварийных ситуациях до прямых договоров между профильными ведомствами. Если мы достигнем на порядок, наполовину уменьшения затрат электроэнергии, сэкономим колоссальное количество средств. Поэтому считаю, что эти направления важны, и по ним надо дальше развивать нашу работу. Эффект от совместной работы уже ощутим. Эта зима стала первой за долгие годы, которая прошла без верных отключений. Стратегический партнер оказал поддержку, однако была проведена и колоссальная внутренняя работа, борьба с незаконными подключениями и установка приборов учета. Упор на то, чтобы сделать энергетику надежной базой для инвестиций. Самое главное, почему я электроэнергию вынес на первый план,
ни один новый проект развития, заводы по переработке сельхозпродукции, значит, промышленные мощности, логистические терминалы, новые гостиницы и санатории, они все требуют электроэнергии. Никто не будет вкладывать, если его в любой момент могут отключить, значит, из-за неустойчивости энергосистемы. Поэтому огромная работа была проделана, она не закончилась, она идет, потому что это в том числе ревизия состояния электрических сетей, это ремонт подстанций, это установление приборов учета, на это выделяются соответствующие деньги и в Абхазии. Россия оказывает помощь, в том числе предоставлением товарного кредита. Это вот первый результат, который мы видим. Ну и это такой большая, серьезная работа. Много что предстоит сделать за лето 2026 года. Сельское хозяйство. Новое соглашение между ведомствами направлено на повышение плодородия земель и экологическую безопасность. Совместные почвенные и агрохимические обследования позволят абхазским фермерам выйти на новый уровень качества, сделав бренд «Сделано в Абхазии» конкурентоспособным на мировом рынке. Главными направлениями нашей деятельности должны стать это развитие, конечно же, агропромышленный сектор, сельскохозяйственное направление. Абхазия имеет огромный потенциал развития агропромышленного комплекса. Мы обязательно свое внимание сосредоточим на развитии этой отрасли. Переработка – одно из важных направлений, когда продукция доставляется уже потребителю на экспорт из Абхазии уже в готовом виде. Это как раз-таки дополнительные налоговые поступления, это возможность создать здесь на месте новые рабочие места. Но чтобы продукция и люди могли свободно перемещаться, необходим транспортный прорыв. Впервые на форуме представлен весь блок российского транспорта во главе замминистра. Железная дорога, море и небо. Теперь в Абхазию можно добраться любым видом транспорта. Колоссальный потенциал для нашей экономики наряду с открытием международного аэропорта имени Владислава Григорьевича Арцина, открытие железнодорожного сообщения. Сотни тысяч людей перевезены этим транспортом. И, конечно же, есть куда расширяться, наращивать объемы перевозок, грузов, пассажиров. И в этом смысле, конечно же, мы и дальше будем прорабатывать развитие этих очень важных отраслей экономики. У нас к лету впервые становится совсем большой широкофюзеляжный самолет, там порядка 500 мест на одном борту. Такие самолеты сюда еще не летали. Это тоже увеличивает пассажиропоток. Причем, знаете, что важно, что здесь инвестиции, которые Россия в это вкладывает, и инвесторы, и из бюджета Российской Федерации, они носят системный характер, потому что мы не просто запустили электричку в прошлом году, но в этом году из бюджета заложили субсидию на то, чтобы билет оставался 300 рублей, а не 1000, как он мог бы стоить. Ну, и это в первую очередь, честно говоря, даже не столько для туристов, сколько для местного населения, конечно. Ровно такая же история комета, она запущена, и на этот год заложено субсидирование. Иначе цена билета там будет такой, что местные жители туда точно не поедут, и не каждый турист это сделает. Темпы только нарастают. География полетов в Сухум расширится до 8 российских городов, а пассажиропоток должен составить 300 тысяч человек в год. В разы увеличится и пропускная способность на государственной границе по реке Псоу. Строительно-монтажные работы идут полным ходом. Ремонт – это несколько лет, но организаторам поставлена задача не закрыть пункт наполовину на время ремонта, а даже в процессе ремонта каждый год будет увеличиваться пропускная способность. Вот это вот важнейшая задача, о которой мы договорились, что будет контроль и с российской, и с абхазской стороны, чтобы людям было удобно, потому что туристический поток растет. Чтобы все заработало еще быстрее, убираются барьеры. Одно из самых важных решений – упрощение въезда для несовершеннолетних граждан России. Одной из главных задач в этом взаимодействии остается развитие инфраструктуры. На ремонт дорог республиканского значения уже выделено 3 миллиарда рублей.
Качественные магистрали – это не только комфорт, но и залог роста экспорта. Сергей Кириенко подчеркнул, сегодня для Абхазии открыты уникальные возможности поставлять свою продукцию в Россию. Ситуация на границе уже кардинально изменилась. Таможенные барьеры минимизированы. Проблем с вывозом продукции нет. Теперь все смещается на переработку сельхозпродукции внутри страны. Только стало проще с экспортом. Тут же в этом году увеличилось количество площадей, на которых высаживают и цитрусовые, значит, и другие сельскохозяйственные культуры. Но приоритет инвестиционный – это, конечно, переработка. Конечно, должна вывозиться не просто сырая продукция, потому что то, что вчера на выставке показывали, и мармелады, значит, и из фихуа, из цитрусовых. Ну и меня очень порадовало, что стали появляться, ну, такие, знаете, не просто такая первичная переработка, а более современная, более глубокая переработка. Очень интересный проект по производству ароматических масел. Вот вчера нам на выставке его показывали, но причем с учетом огромного российского рынка и с учетом того, что сегодня в условиях специальной военной операции у нас часть традиционных поставщиков европейских ушла с рынка, это открывает уникальный рынок. Да, причем для продуктов глубокой переработки. Вот мы вчера со специалистами в этой сфере в Абхазии в сельском хозяйстве говорили, что когда-то в советские годы на производстве ароматических масел в Абхазии было создано до 15 тысяч рабочих мест. Даже если половину этого восстановить, а это абсолютно реалистично, ну что такое сегодня для Абхазии 7 тысяч дополнительных рабочих мест, да, это серьезная история, очень серьезная история. Кстати, вот на это в плане выделения кредитов примерно запланировано до 15 миллиардов до 30 года на поддержку проектов переработки сельхозпродукции в развитии села. Да. На форуме Сухуми подписано еще одно важное соглашение. Абхазии передадут современную лабораторию Роспотребнадзора, которая позволит республике внедрить современные стандарты контроля качества продуктов и усилить санитарно-эпидемиологическую службу. На проект выделено 48 миллионов рублей. Туризм остается локомотивом этих изменений. Важнейшим событием форума стало подписание соглашения между Минтуризма Абхазии и российской госкорпорацией «Кавказ-РФ». Инвестиционная компания на Северном Кавказе, причем компания 100% государственная, но основная наша экспертиза, так сложилась, это туризм. Поэтому мы сегодня подписали соглашение с Министерством туризма Республики Абхазия и планируем уже в рамках соглашения достаточно детально попробовать поделиться своим опытом, да, формирования крупных горнолыжных курортов, пляжных курортов, чем мы занимаемся на Кавказе, и достаточно успешно. Опыт с точки зрения и привлечения инвестиций, и с точки зрения вообще планирования будущего развития туристических локаций и всесезонный туризм, чтобы бизнесу было комфортно не только в летнее время, но и в зимнее время. Подписанные соглашения – это конкретные шаги к тому, чтобы республика стала надежным партнером и продолжила свое развитие. Форум завершен, но настоящая работа по реализации этих амбициозных планов только начинается. Гугуца Вардания, Камила Джопова, Абхазское телевидение. В Абхазском государственном университете прошел круглый стол «Создавая будущее вместе. Сотрудничество России и Абхазии в области подготовки кадров». Одна из целей встречи – выработка совместных решений по подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям российской и абхазской экономики. Аэлита Рутюнян расскажет подробнее. Создавая будущее вместе. Сотрудничество России и Абхазии в области подготовки кадров. Такова тема круглого стола, прошедшего в субботу в Абхазском государственном университете. Само мероприятие приурочено к Международному экономическому форуму «Абхазия. Инвестиции в будущее». В рамках мероприятия было подписано соглашение о сотрудничестве между АГУ и Сибирским отделением Российской академии наук. Обсуждение актуальных вопросов и выработка современных решений по подготовке высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям российской и абхазской экономик, стало целью встречи. НГТУ совместно с Абхазским госуниверситетом занялись подготовкой из состава своих студентов технонаставников. Эти молодые люди, которые получают в АГУ технологическую специальность, и благодаря подготовке в рамках международных программ
технонаставничества, они не только сами глубже погрузились в будущую профессию и получили навыки управления проектными командами, они смогли реализовать эти навыки уже дважды. В ходе второго этапа программы, проведя работу со школьниками в 7 районах Абхазии, и охват составил более 700 школьников на сегодняшний день, что считаем достижением определенным. И эта работа, соответственно, по вовлечению школьников в мир науки и технологий будет продолжена. И в рамках проекта мы также обсуждали с Черноморэнерго различные формы сотрудничества для расширения возможностей студентов и школьников, получения знаний и практических навыков инженерных специальностей. Также целью мероприятия стало укрепление партнерства между научно-образовательными и государственными структурами России и Абхазии. АГУ – главная кузница кадров. Подготовка специалистов – долгий и трудоемкий процесс, а образование – это ключевой элемент формирования будущего, отметил первый проектор АГУ Роман Дбар. Уровень подготовки кадров оказывает самое сильное воздействие на все стороны нашей жизни. На экономику, на культуру, на устойчивость нашей республики в конечном счете. И формирование учебных программ, формирование стандартов – это то, над чем сегодня бьется наш университет, который по факту является сосредоточением без каких-либо оговорок интеллектуальной элиты республики. Россия и Абхазия – дружественные страны, между которыми большое взаимодействие в различных сферах. А для дальнейших достижений результатов необходимо продолжать и укреплять такие отношения. Участники отмечали важность проведения подобных мероприятий. В какой-то период десятилетней давности, на протяжении 10 лет, в Московский энергетический институт поступали наши студенты, наши граждане, школьники, вернее, и получили образование, вернулись. Но я за их судьбой слежу, но не все смогли себя сегодня реализовать. Кто-то просто ушел из энергетики, занялся другими направлениями, возможности заработать. Но это тоже надо учитывать в тех самых взаимоотношениях, которые мы сегодня выстраиваем. Вы, мы и вся остальная экономика должна идти вместе для того, чтобы закрыть эти потребности нашего сегодня того трудового рынка, который у нас есть. Обеспечение устойчивого социально-экономического развития Абхазии в значительной степени зависит от эффективного использования экономического потенциала страны, активизации взаимовыгодного сотрудничества с Россией и ее субъектами. Организаторами мероприятия стали Центр народной дипломатии и Абхазский государственный университет. По итогу круглого стола будет составлена дорожная карта взаимодействия в рамках российско-абхазских образовательных инициатив. Айлита Арутюняна, Храмичева, Абхазское телевидение. При полном аншлаге в Москве прошел концерт государственного заслуженного ансамбля народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш. Гастроли абхазского коллектива состоялись в рамках сотрудничества Министерств культуры России и Абхазии. В рамках программы «Дни культуры Абхазии в России» ансамбль также даст концерты во Владимире и Нижнем Новгороде. Репортаж Ирены Богатыля. На сцене Московского государственного академического театра «Русская песня» государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии имени Василия Царгуш. Гастроли легендарного коллектива стали возможны благодаря сотрудничеству Министерств культуры двух стран. В 2025 году было подписано соглашение между Министерствами культуры Российской Федерации и Министерством культуры Абхазии о сотрудничестве. В этот раз 3 города, но мы надеемся, что все расширится, и мы будем по всей России ездить с концертами. Государственный ансамбль народной песни и танца Абхазии – это знаменитый и авторитетный коллектив с богатой историей. Он был основан 4 марта 1931 года, и за этот период объездил 45 стран. В его составе выступают как ветераны сцены, имеющие более 50 лет опыта, так и молодое поколение артистов. Для сегодняшнего концерта 1,5 часа мы программу составили традиционно абхазские старинные. Там есть танцы, абхазская свадьба, танец с бурками, девичий танец, танец наших диаспор в Турции, которые проживают, аураша, хороводный старинный танец, вот мы хотим показать. И перепляс, молодежный танец, перепляс.
танец соревнований. Естественно, выходя на сцену, хочется показать все то, что представляет наш народ, то есть обычаи, культуру, традиции. Когда нас тепло встречают, конечно, гордость вперед за свой народ, о том, что мы смогли. Я считаю, что если зритель тепло встречает, значит, мы смогли донести до людей то, что является для нас ценным. Программа «Дни культуры Абхазии в России» дает зрителям возможность не только увидеть выступление одного из самых ярких коллективов в Абхазии, но и является важным шагом к укреплению культурных связей двух стран. Сегодня у нас будет такая возможность у зрителей соприкоснуться вживую с народными танцами абхазскими, с песнями абхазскими. Это намного, я думаю, что интереснее, чем это читать где-то в книжках или смотреть по соцсетям, прикоснуться вживую, увидеть и воспринять, почувствовать нашу абхазскую культуру. Я думаю, что доставит огромное удовольствие всем зрителям. После концерта зрители поделились своими впечатлениями, отмечая высокое мастерство исполнения и эмоциональную насыщенность выступлений. Впечатления только положительные. Невероятный концерт Абхазского государственного ансамбля песни и танцев. Невероятные артисты. И нам очень-очень понравился концерт. Надеемся, что будет так, как много больше таких концертов и мероприятий. Сегодня были поражены мастерством и вообще талантом исполнителей, как вокальных, так и танцевальных. А музыканты, хоть они и были слева, но им нужно было тоже должное внимание уделить, как они играли на своих инструментах. И «Катюша», наша песня руссконародная, прям изюминка была. Да. Мне понравилось. Весь зал аплодировал стоя буквально. В конце вы сами видели. Дни культуры Абхазии в России – традиционный формат сотрудничества Министерств культуры двух стран. Последний концерт ансамбля «Песни и танцы Абхазии» состоится 6 апреля в Государственной академической филармонии Нижнего Новгорода. А уже в середине апреля с ответными гастролями Абхазию посетит Государственный академический ансамбль «Песни и танцы Калмыкии» «Тюльпан». Ирина Богателя, Абхазское телевидение. И в завершении выпуска о погоде. В воскресенье 5 апреля в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, временами дождь разной интенсивности, гроза, туман. Температура воздуха ночью 8-13, днем 10-15 градусов, температура морской воды 11 градусов. На этом наш выпуск завершен. До скорых встреч в эфире.